Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Очередное заседание Совета городского поселения Сосногорск состоялось на минувшей неделе. Народные избранники внесли изменения в бюджет муниципального образования, а также рассмотрели и другие вопросы. Первым вопросом повестки дня значились изменения в бюджет городского поселения Сосногорск на текущий, а также плановый период 2020 и 2021 годов. Как отметила начальник финансового управления районной администрации Светлана Кудрявцева, изменения подразумевают в основном перераспределение бюджетных средств в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Большей части это касается коммунального хозяйства. Средства будут в сумме 2 миллионов 38 тысяч рублей направлены на приобретение твердотопливных котлов, ремонт колодцев, колонок, артезианских скважин в поселках. 1 миллион 200 тысяч рублей выделяются на благоустройство с целью покупок 2 новогодних комплектов. Еще одним вопросом повестки дня стало утверждение положения о погребении и похоронном деле на территории городского поселения Сосногорск. Как подчеркнул начальник управления жилищно-коммунального хозяйства районной администрации Евгений Мека, поправки связаны с изменениями в федеральном законодательстве. Представленное положение устанавливает гарантия осуществления погребения, раздел 2, гарантированный перечень услуг, пункт 2.2, обязанности работников специализированной службы по оказанию консультационной помощи обращающимся лицам, пункт 2.5. Также народные избранники утвердили положение об организации на территории общественных кладбищ родовых захоронений. Всего на повестке дня значилось 7 вопросов. Касались они не только городского хозяйства, но и функционирования Совета. Андрей Калиничев, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В минувшую субботу на базе Сосногорской ЦРБ проходил День открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы против рака молочных желез. Получить консультацию специалистов смогли многие жители нашего города. Андрей Калиничев подробнее. С 8 утра до часа дня все желающие могли пройти обследование в женском и мужском смотровых кабинетах, а также сделать флюорографию. Кроме этого, женщины могли пройти маммографию и посетить специалистов. К сожалению, не все женщины сами себя могут обследовать, не все уделяют внимание своему здоровью. Мы все считаем, что пока мы молоды, то в принципе мы здоровы. К сожалению, рак молочной железы в этом году мы видели первый раз, это 21 год, молодая женщина абсолютно. Поэтому данная проблема, еще раз повторюсь, молодеет из года в год. Поэтому всех женщин приглашаем на осмотр. Если кто-то не успел прийти сегодня на День открытых дверей, пожалуйста, мы ежедневно готовы вас встретить с 8 до 6, пожалуйста, приходите, обращайтесь. И кабинет профилактики у нас работает ежедневно, кроме воскресенья. Гинекологи у нас работают ежедневно. Поэтому мы всегда рады вас видеть. Приходите, пожалуйста. День открытых дверей, посвященный раку молочной железы, проходит уже 3-й год подряд. По словам врачей, проблема растет с каждым годом. И, наверное, я сегодня еще удивлю некоторых мужчин, потому что, к сожалению, рак молочной железы – это патология не только женщин. Данная патология встречается и у мужчин. Естественно, это единичные случаи, но, к сожалению, это тоже есть. Каждый из нас в ответе за свое здоровье. И насколько мы будем серьезно к нему относиться, настолько дольше и комфортнее будет наша жизнь, говорят специалисты. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске состоялся благотворительный концерт «Дети детям». Все собранные средства пошли на реабилитацию 2 юных жителей нашего города – Гоши Москалева и Кирилла Жиренкова. Подробности в нашем материале. Есть такое доброе дело – помогать людям. Ведь хорошие поступки всегда отражаются на судьбе человека. Дарить добро просто. Надо лишь поделиться частичкой своего тепла с тем, кто в этом нуждается. Гоше всего 6 лет, а Кирилл немного старше, ему 10. Но их объединяет одно – диагноз детский церебральный паралич, с которым они борются всю жизнь. Сейчас мальчикам нужна дорогостоящая реабилитация, которая поможет им чувствовать себя лучше. Это очень хорошее дело, тем более с целью именно благотворительности, направленную на лечение и реабилитацию детей. И мы всегда готовы помочь в данном мероприятии. Готовы помочь не только волонтеры, но и сосногорские артисты, которые в этот день объединились в одну большую команду, чтобы доказать всем – ДЦП не приговор.
Подобные мероприятия необходимы не только для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для того, чтобы мы могли восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением людей добиваться успеха в сложнейших ситуациях. Это еще раз доказывает, что мы едины. Все песни и слова в этот вечер были о милосердии, духовности, свете и добре. Ну а заставили улыбнуться зрителей юные танцоры, которые развеяли все грустные мысли и заставили задуматься о хорошем. Благодаря концерту удалось собрать средства, которые помогут обеим семьям. Поучаствовать в благотворительности можете и вы. В нашей группе в социальной сети ВКонтакте мы разместили реквизиты родителей мальчиков. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. По вине циклонов с запада всю рабочую неделю будет сыро и ветрено. Ожидаются интенсивные осадки, преимущественно в виде дождя со снегом. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. По ночам прогнозируется в пределах -3 плюс 2 градусов. Днем до 4 градусов тепла. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.